внутри соборной мечети, в большом молитвенном зале. И сейчас по строительным лесам мы будем подниматься на самый верх, к куполам. Мы находимся на главном куполе соборной мечети и выполняем работы по росписи. На сегодняшний день у вас задействованы 6 специалистов из Турции, у которых очень большой опыт в этой профессии. Они завершили очень много мечетей, выполняли очень большую работу. У нас именно краска усиливается специальными порошками, которые будут служить очень долго. На открытии этой мечети, конечно, все будут очень восхищены этой красотой. Проект очень сложный и в том числе очень значимый для меня и также, я думаю, что для всего народа мусульман. Друзья, это поистине исторические кадры. Мы сейчас находимся на самой вершине. Я протягиваю руку и притрагиваюсь к главному куполу соборной мечети Крыма. Мы видим, что здесь уже происходит роспись. Изображены орнаменты, которые в основном олицетворяют культуру крымских татар. Не могу вам передать своего восторга и представляю, какая радость и какое восхищение будет ждать всех мусульман Крыма и не только всех мусульман нашей большой страны, когда наконец-то по воле Всевышнего эта мечеть распахнет свои двери. Bu çizimleri yaparken önce bilgisayar üzerinde projesi hazırlanıyor. Bu proje genelde kendi kafamızdan çıkarıyoruz bu desenleri. Bilgisayar üzerinde çıktıktan sonra bunun çıktısını alıyoruz. Bunları iğneyle iğneliyoruz. Daha sonraki bu küçük deliklerden kömür tozuyla çizdiğimiz deseni üzerinden kömür tozuyla geçtiğimiz zaman duvara geçiyor. Daha sonra da bunun kullandığımız boyalar genelde su bazlı boyalar. Su bazlı boyaları güçlendirmek için, ömrünü uzatmak için kök boyalarla zenginleştiriyoruz, karıştırıyoruz. Bu boyaların ömrü güneş, nem, rutubet olmadığı müddetçe 100 yılı aşkın bir ömrü vardır. İşte kök boyalardan da zenginleştirdiğimiz zaman 150 yıl gibi bir zamana tekabül edebiliyor. Buradaki kullandığımız renkler genelde çivit mavi, siyah, çimen yeşili, limon yeşili, oksit sarı ve yeşilin tonları da var yine içerisinde. Kırım'da çalışmak bizim için ayrıca bir özellik. Çünkü evveliyattan da bizim Osmanlı daha öncesinde de burada olduğu için ya burada da çalışmak bizim için bir ayrıcalıktır yani. Böyle bir projede yer aldığımız için öncelikle kendimizi şanslı hissediyoruz. O yüzden yani gelecek nesillerdeki çocuklarımıza aktarabileceğimiz en büyük olay bu camide çalışmak. Глядя сегодня на проделанную работу, какие вы можете дать прогнозы по срокам сдачи объекта? У нас есть график реперный. Вот, на сегодняшний день мы выполняем работы по этому графику.
и планируем, соответственно, и завершение по нему. Есть ряд факторов по поставке материалов, соответственно, и потом уже по монтажу этих материалов, потому что большая часть мраморных изделий и деревянных изделий, она будет идти из Турции. Ну, как вы видите, работа идет. За последний квартал тоже мы проделали большой объем. Общий объем выполнения на сегодняшний день это порядка 85-90%. Сколько времени займет сама роспись, орнаменты? Роспись – это завершающий этап. Она будет занимать до самого окончания ввода, то есть до конца сентября она будет выполняться. Здесь спешить нельзя, здесь надо делать качественно. Мастера подходят в несколько этапов. То есть краска наносится, она должна высохнуть. Вместе с завершением росписи будут убраны леса полностью из молельного зала. И мы приступим уже к окончательным элементам. Это устройство полов, то есть там будет заливаться тонкая стяжка, укладываться ковер и монтаж осветительного оборудования. Это люстра, бра и предметы интерьера. Вокруг все только и говорят о том, что вот совсем скоро мечеть откроется, мы сможем совершать здесь молитвенные обряды. Но давайте, Айдарбей, мы как официальное лицо, как муфти от Крыма, все-таки проясним для всех основные моменты, касаемые официального открытия соборной мечети Крыма. Знаете, на все воля Всевышнего, и поэтому говорить там определенную дату или месяц открытия мечети мы говорить не будем. Мы все-таки надеемся на то, что строители выполнят свои работы, и в ближайшее время все-таки мусульмане Крыма и всей России будут свидетелями того, что двери этой мечети откроются для служб. И тот факт, что мы сегодня тут видим, что начались основные работы по росписи основного купола мечети, это о многом говорит. Это один из самых значимых событий, и это символизирует, да, что все-таки завершение приближается. Мусульмане Крыма, мусульмане России, я вот, наверное, не ошибусь, если скажу, что очень долго ждали этого события, и мы готовы подождать еще. Главное, чтобы это было достойно, верно? Конечно, мы все-таки на стороне того, чтобы все было выполнено качественно, своевременно, без всяких скоростей, да, то есть мы не хотим опережать события. Для этого есть специалисты, которые здесь работают, строители, инженера, архитекторы, проектировщики. Все работают. Сегодня движение очень такое солидное, поэтому мы все-таки рассчитываем на то, что Всевышний позволит нам всем собраться здесь и торжественно отметить открытие данной мечети.